Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в концертном зале Белорусской государственной филармонии. Сегодня в этом зале собрались поклонники творчества и любители музыки. И, конечно же, любовью к детям. Прекрасный повод для нашей сегодняшней встречи. Знаковая дата. Юбилей одного из старейших учебных заведений нашей страны. Легендарной детской музыкальной школе искусств номер 1 100 лет. 100 лет со дня основания. Это просто невероятная цифра. Спасибо, что вы все решили разделить с нами эту радость. Праздничный концерт, посвященный юбилею музыкальной школы искусств, открыл сводный хор и детский академический симфонический оркестр, дирижер Надежда Цеханович. Юбилей – это просто круглая цифра? Ну, не просто. Юбилей – это время подведения итогов, время признания заслуг и, конечно же, время для творчества и вдохновения. А вы знаете, это очень символично, что юбилейный концерт мы начали с такой чистой, пронзительной песней о мире, песней «Летите, голуби». Именно с ней, расправив крылья, 70 лет назад юные воспитанники первой школы покоряли московскую сцену. Это действительно так. Эта песня является визитной карточкой школы с 1955 года, когда хор учащихся с триумфом исполнил ее вместе с народной артисткой Советского Союза Ларисой Помпеевной Александровской на второй декаде белорусского искусства и культуры в Москве. Выступление состоялось на сцене Большого театра. И сегодня, спустя поколение, эстафету надежды принял сводный хор школы. Они еще нас слышат, давайте им поаплодируем. Спасибо. 100 лет – это символ надежности, век успешной работы коллектива. Это результат, которым можно и нужно гордиться. Сегодня мы чествуем учителей, ветеранов, благодарим молодежь, говорим спасибо каждому члену большого и дружного коллектива. Только представьте, целый век наша школа объединяет талантливых детей и взрослых. За эти годы старт в профессию получило множество прекрасных музыкантов. Сложились крепкие творческие связи. Многие здесь обрели свое призвание. В целом, за 100 лет истории выпускниками школы стали почти 10 тысяч человек. Вы только представьте. Это настоящая вселенная талантов. Если бы мы решили собрать их всех вместе, нам не хватило бы и самой большой площади. Но сегодня их энергия незримо присутствует в этом зале. 100 лет истории – это не только славное прошлое, но и надежное будущее. И поэтому в этом зале встречаются два полюса – мудрость наших учителей и юность тех, кто только начинает свой путь. А как известно, любой великий путь начинается с первого шага. Как игра на любом музыкальном инструменте начинается с простой гаммы. 100 лет назад коллектив школы тоже начинал со своих первых нот, из которых сложилась величественная музыка столетия. И вы знаете, мне кажется, что, возможно, в этом зале есть те, кто еще помнит свои первые сыгранные гаммы, скажем, лет 50 назад. Давайте им поаплодируем. С тех пор прошло немало лет, но основа осталась прежней.
упорный труд и преданность своему делу. Гамма, но это же самое простое, самые первые шаги. Пальцы, еще неловкие, ищут нужную струну. Это начало-начало, это азбука, без которой не складывается ни одна симфония. А джаз — это свобода, это легкое дыхание, которое стремится вперед. И вот сейчас, сегодня эти два слова «гамма» и «джаз» соединятся в озорной пьесе Евгения Медведовского. Соединятся в руках тех, кто еще вчера боялся взять в руки смычок. За кулисами готовится к выступлению ансамбль скрипачей младших классов «Аллегретто». Им всего по 7-8 лет, но в их глазах нет страха, только любопытство и только радость. Потому что, когда тебе 7, сцена — это не экзамен, это игра, а музыка — это просто еще один способ улыбнуться миру. На сцену выходят те, для кого гамма — это ежедневный вызов. И те, для кого она стала фундаментом блестящей карьеры. Встречайте два поколения, объединенные одной школой и одной судьбой. Ансамбль скрипачей младших классов «Аллегретто», руководитель Ирина Мухамедьярова и заслуженный коллектив Республики Беларусь, оркестр музыкальной капеллы «Сонорус», дирижер, выпускник школы Вячеслав Лавин. Просто невероятно красиво. Я знаю, что выступление ансамбля скрипачей не принято сопровождать вот такими аплодисментами, какие вы дали в конце этого номера, но вы сделали все абсолютно правильно, потому что они достойны этого. Давайте им еще раз поаплодируем. Часто кажется, что классика — это что-то сложное и чрезмерно серьезное. Ребята, вам говорят, можно уже уходить. Ну, я понимаю, мне тоже здесь очень хорошо. Можно идти, да. Да. Отлично. Заворожили вы. Давай сначала, да? Давай. Часто кажется, что классика — это что-то сложное и чрезмерно серьезное.
Это не совсем так, потому что мы же все знаем, что любая современная мелодия, она родилась из классической музыки, и в ней, как и в жизни, есть место не только серьезности, но и простой радости. И сейчас мы в этом убедимся. Прозвучит «Жига». Это музыка, где за весельем и скоростью скрывается истинное мастерство. На сцене Егор Михаленок, класс учителя Владимира Пашкевича, «Жига» итальянского композитора Джованни Марко Рутини, дирижер Вячеслав Ларин. Теперь аплодисменты. Сейчас к выступлению готовится исполнитель на мандолине. Я узнал, что мандолина впервые зазвучала в школе ровно 25 лет назад. Это для тебя много, а по меркам нашего юбилея мандолина совсем юный ученик. Но она уже успела завоевать сердца зрителей и стать полноправным участником большой творческой семьи. Вообще, впервые обучение детей на мандолине в Беларуси, в частности в Минске, осуществила учитель первой музыкальной школы Ольга Федоровна Колядка. Ее пример вдохновил многие школы тоже открыть классы мандолины. В настоящее время тонкий, серебристый голос этого инструмента пользуется особенной любовью и популярностью. Филипп Эммануил Бах-Ригадон «Весна». Солист, лауреат республиканских конкурсов Тимур Акунович. Класс Ольги Колядка.
Спасибо. В каждой школе есть имена, которые произносятся с особенной теплотой. И в этих именах звучит не только гордость, но и такое, знаете, тихое обещание. Будущее нашей музыки в надежных руках. Следующий исполнитель – настоящий пример целеустремленности и блестящего мастерства. Он дважды лауреат международного детского конкурса «Музыка надежды». Но знаете, для него это не финал. Это лишь уверенный, красивый, полный надежды старт. Потому что музыка для него не просто увлечение. Это судьба, выбранная сердцем. И сегодня этот музыкант выйдет на сцену, чтобы подарить нам голос одного из самых теплых и загадочных инструментов – маримба. Ее тембр теплый, как солнечный свет, и прозрачный, как капли роз. Сегодня в руках Дмитрия Деева этот инструмент расскажет свою историю. Историю вдохновения и бесконечной гармонии. Встречайте, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Дмитрий Деев. Нелли Розаура. Концерт для маримбы с оркестром. Первая часть. Класс учителя Александры Ганьковой.
нашем зале после вот этого номера? Хорошо, очень хорошо. Сегодня наши юные таланты могут смело мечтать и реализовывать свои творческие идеи. А государство обеспечивает им качественное образование, поддержку проектов и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь – наш стратегический ресурс. На пороге второго столетия истории школы мы видим в их глазах всю ту же искру, какая была в глазах основателей и энтузиастов 100 лет назад. И за каждым достижением, за каждой победой стоит одна очень простая и великая сила – любовь к родной земле. Игорь Лучинок на стихи Олеся Ставера «Журавли на Полесье лететь». На сцену выходит обладатель премии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Образцовый хор «Тоника», солист Роман Бендитович, руководитель Анна Цветкова, дирижер Вячеслав Лавин. Как любить
столетней истории коллектива школы есть время суровых испытаний и безвозвратных потерь. Начало Великой Отечественной войны остановило ее работу на долгие 3 года. Но доподлинно известно, что педагогический совет, запланированный на последнюю декаду июня, все-таки был проведен. Однако далеко не все воспитанники школы и учителя смогли вернуться к мирной послевоенной жизни. Во время Великой Отечественной войны здание школы было варварски разграблено оккупантами, инструменты и библиотечный фонд уничтожены. Однако уже в 1944 году, когда пепел еще не остыл, в школе вновь зазвучала скрипка. Потому что любовь к жизни, к мелодии, к родной земле оказалась сильнее войны и сильнее смерти, как голос совести, как гимн человечности, в память о тех, кто прошел через пламя испытаний. В нашем концерте прозвучит известная композиция Джона Уильямса. Солист Даниил Шарай, класс учителя Ирины Мухамедьяровой. Камерный оркестр Капеллы Сонорус сменяет камерный струнный оркестр учащихся детской музыкальной школы искусств номер 1 имени Ларисы Помпеевны Александровской. Дирижер Надежда Цеханович.
Говорят, что история – это тишина прожитых лет. Но сегодня наша история обретает голос. Яркий, чистый, торжественный. 100 лет – это сотни голосов. Это сотни судеб, сплетенных в одну мелодию. Прямо сейчас на этой сцене появятся воспитанники школы, чья разница в обучении на струнном смычковом отделении школы составляет почти 70 лет. Пусть этот мощный аккорд станет началом нашего второго столетия. Скрипок волшебные звуки летят, как вдохновение, как дивный сон. Руки послушно по грифу скользят, годы звучат в унисон. Лица всплывают из памяти лет, музыки верность священно хранят. Каждой души проливается свет, радость от встречи даря. Пусть же в едином полете смычка, время стирая движением рук, скрипка поет о любви сквозь года. Вечное, словно звук.
истории школы завершен. Если кто-то ищет ведущих, то мы вот здесь, в ложе. Но прямо сейчас на ваших глазах на этой сцене начинает писаться первая страница второго столетия. И пишут ее они, наши юные, звонкие и бесконечно талантливые артисты. В их глазах искры, в их сердцах музыка. На сцене наше будущее. исполнении эстрадного ансамбля «Ком-Колор» руководителя Нина Мышковская прозвучала песня белорусского композитора Елены Трошкевич «Не бывая неба лепшего». Я знаю, что Елена Викторовна находится где-то с нами в зале. Елена Викторовна, покажитесь, пожалуйста. Давайте ее поприветствуем. Спасибо вам за песню.
белорусский святочный хоровод прозвучало в исполнении образцового оркестра народных инструментов «Медуница», дирижер Ольга Скобиус и детского ансамбля народной песни, руководитель Ангелина Щерба. При поддержке учащихся практикантов Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки. Браво! Невозможно представить без народных песен. В радости, в горе, в будни, в праздники с нами всегда песня, ведь она душа народа, а вместе с ней звонкая гармонь. На нашу сцену выходит Ульяна Капустинская с песней «Гармонь моя».
юбилейный концерт продолжается. Если гармония – это душа народа, то гитара, наверное, это самый искренний и близкий каждому человеку инструмент. Свою историю в школе она ведет с 1970 года, и с тех пор интерес к ней не угасает. Сегодня гранд-ансамбль класса Валерия Громова покажет, что гитарная музыка не имеет границ во времени. Струны гитар в руках юных артистов станут связующей нитью между славным наследием прошлого и яркими ритмами будущего. Встречайте тех, кто выбрал этот путь. Матильда Сальвадор. Испанский танец.
много сложнейших перестановок в нашем концерте. Обратили внимание? Давайте поаплодируем тем людям, которые в основном за кадром. Но они это делают блестяще. Спасибо большое. Обратите внимание, на сцене целых 2 рояля. Рояль – удивительный инструмент. Его клавиши помнят тепло рук тех, кто сидел за ними десятилетия назад. И сегодня эти руки снова встретятся, но не будем забегать вперед. А правда, что рояль – это единственный инструмент, который может заменить целый оркестр? В его 88 клавишах заложено и тихое дыхание Шопена, и мощь урагана Бетховена. А еще на нем можно сыграть целую оперу, как в сочинении Родиона Щедрина «Играем оперу Россини». И это не просто пьеса. Это остроумная усмешка и озорство гениального композитора. И эту игру, полную искрометного юмора и невероятной виртуозности, подарит нам та, чьи руки еще помнят тепло первого прикосновения к клавишам. Та, для кого сцена большого зала филармонии стала не детской мечтой, а стала реальностью. На сцене лауреат международных конкурсов, участник республиканского фестиваля «Таленты Беларуси. Будучиня краины» Александра Соболева, класс учителя Ирины Пеганской.
Ну а вот сейчас и произойдет та самая встреча поколения, о которой я говорила. На сцену выйдут воспитанники школы, профессионалы, для которых вот эта сцена стала родной много лет назад. И совсем юные пианисты, у которых все еще впереди. И это не просто фортепианный ансамбль «8 рук». Это диалог поколений, живой диалог, где музыка заменяет тысячи слов. Преемственность в каждом аккорде. Встречайте. На сцене артисты Белорусской государственной филармонии Наталья Котова-Громова и Татьяна Лях, учащиеся фортепианного отделения Ева Довнер, класс учителя Ирины Беганской, и Таисия Москалева, класс учителя Аллы Майстер. Георгий Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель».
Мы только что наслаждались величием рояля и понимали, что жизнь — это не только строгие аккорды, но и веселые синкопы. Вообще надо сказать, что музыкальный юмор — это особенное искусство. Оно заставляет улыбаться без слов. Дорогие друзья, встречайте наших виртуозов. Они выйдут на сцену и докажут нам, что обучение в музыкальной школе может быть очень даже веселым. Особенно, если ты участник прославленных коллективов. Юмореску Евгения Глебова в обработке виртуоза-балалаечника Николая Прошко исполнит образцовый ансамбль балалаек «Золотая горка». Руководитель Алла Кривошеенко. Концертмейстер Анастасия Торп.
Дорогие друзья, наш концерт продолжается, и на сцену выходит лауреат международных и республиканских конкурсов, ансамбль «Акцент», руководитель Ольга Колядка, концертмейстер Иван Волчек, партия контрабаса Анатолий Лобанок, Эдуарда Мецакапа, марш мандолинистов. В 2026 году к юбилею был приурочен культурно-образовательный проект школы под названием «Большая сцена для юных музыкантов». Он продолжил традиции, заложенные народной артисткой Советского Союза, легендой белорусского оперного искусства Ларисой Александровской, по педагогическому сопровождению мэтрами сцены учащихся музыкальной школы и совместному выступлению на лучших концертных площадках страны. Подобный формат явился мощным образовательным инструментом. Опыт участия в этом проекте дал ученикам неизмеримо больше, чем просто уроки в классах или сольные отчетные концерты. Возможность видеть вблизи, как работает мастер,
Его технику, его отношение к голосу или инструменту, дисциплину, умение справляться с волнением – все это формирует правильное понимание профессии изнутри. Только в этом году сольно или в составе творческих коллективов выступило свыше 200 учащихся. Им посчастливилось получить профессиональную поддержку заслуженного артиста России, главного дирижера Государственного камерного оркестра Республики Беларусь Евгения Пушкова, главного дирижера камерного оркестра музыкальной капеллы «Сонорус» Вячеслава Лавина, главного дирижера оркестра «Немига» Сергея Гарбуза, солистов Белорусской государственной филармонии Натальи Котовой-Громовой и Татьяны Лях. Работа с ведущими музыкантами задала учащимся детской музыкальной школы искусств №1 высокую планку. И в этом вы сами сможете убедиться. Встречайте на нашей сцене лауреат международных конкурсов, обладатель гран-при конкурса в ритме джаза Владислав Матюшенко, класс учителя Сергея Шептунова, концертный оркестр «Немига», дирижер Сергей Гарбуз.
Говорят, что высшее мастерство музыканта – это умение передать самые тонкие чувства. Следующая композиция прозвучит как первый рисунок на чистом листе. Смело, ярко, с восторгом первооткрывателя, где каждый звук – обещание счастья. Ирина Хрисаниди, детский джаз, исполняет младший хор фортепианного отделения, руководитель Екатерина Бакуль и концертный оркестр «Немига» под руководством Сергея Гарбуза. яркое солнце, вихревая пляска, звон клинков и ликование победы. Музыка — ураган. Она сметает все на своем пути и заставляет сердце биться в бешеном ритме. Танец с саблями из балета Гаяне Арама Хачатуряна. Исполнить такое под силу только тем, кто владеет ритмом как оружием.
Тем, для кого ударная – это не только инструменты, но и продолжение пульса. На сцену выходит образцовый ансамбль ударных инструментов «Римшот». Сегодня им предстоит сделать то, что школа делает уже на протяжении 100 лет. Превратить неистовую энергию в чистое искусство. Слушайте, чувствуйте, не сдерживайте дыхание. И уж точно не сдерживайте аплодисменты. Дорогие друзья, наш путь сегодня был полон красивых эмоций, он был ярким, как танец с саблями. И светлым, как полет журавлей над белорусским Полесьем. Мы прошли вместе дорогой в целое столетие, чтобы вновь убедиться, самый верный путь – это дорога музыки и добра. По ней, по этой дороге, рука об руку с мудрыми учителями, проводниками в большой мир, уверенно идут новое поколение школьников. И пока звучит музыка в классах, пока опыт наставников находит отклик в сердцах учеников, эта дорога будет бесконечной. На сцене сводный хор школы и концертный оркестр «Немига». Встречайте гордость и вдохновение детской музыкальной школы искусств номер 1 имени Ларисы Александровской.
артисты. Спасибо вам, уважаемые зрители и гости. Спасибо тебе, школа, за 100 лет музыки. За 100 лет детства, которые ты бережно хранишь в этих стенах. С праздником, с юбилеем и до новых встреч. И пусть музыка никогда не умолкает в ваших сердцах.